Больше 90 тысяч жителей Самарской губернии – татары. Каждый год флаг областного Сабантуя, одного из главных праздников, которые отмечают представители этой национальности, поднимают в парке Гагарина, где можно разместить много участников и гостей. Это одна из площадок, демонстрирующая единство татарского народа, которое проявляется в помощи тем, кто защищает страну в зоне специальной военной операции. В каждом селе и в каждом национальном объединении трудятся волонтеры. Собирают гуманитарную помощь, плетут маскировочные сети. Добровольцам из Похвесневского района помог глава области. Вы обратили внимание, что у нас вот такие ленточки. Если обратили внимание, то это молитвы. Молитва у нас на двух языках. Молитва как татарская, так и русская. А это внедорожники, которые куплены для бойцов СВО на средства благотворителей татарской общины. Нахожусь на реабилитационном отпуске после ранения, металлоконструкцию на ногу поставили. И вот в конце недели я уже буду выдвигаться на территории СВО. Пригласили сюда, есть организация ДУСЛЭК, она очень помогает. Помогает нам, нашей дивизии, другой дивизии. Новая машина нам туда очень нужна, потому что есть дорогая техника, которую надо возить. Глава региона поблагодарил представителей национального сообщества за помощь военнослужащим и пообщался с героями России, которые стали почетными гостями Сабантуя. Это командир воздушного судна «Дамир Юсупов», спасший жизни пассажиров лайнера в августе 2019 года, участник боевых действий в Афганистане Игорь Станкевич. Также Вячеслав Федорищев уделил внимание многодетным семьям татарской общины. Уважаемые гости, 2024 год указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина объявлен годом семьи. И мы рады представить вам семьи Самарской земли. Традиционно Сабантуй объединяет несколько поколений одного рода. Супруги Радик и Гулия Газизовы пришли на народное гуляние вместе с 4 детьми. И сыновья, и дочери закончили обучение или еще учатся в национальной школе Яктылык. Как в наше время национальные традиции вам помогают семейные традиции укреплять? Еще как помогают, потому что благодаря именно нашим традициям сохраняются семьи и правильно рождаются новые семьи. Конечно же, мы стараемся разговаривать на татарском языке, на родном языке дома. Также проводятся какие-то мероприятия. Их у нас много проводят наши татарские общества, да? Мы стараемся в них участвовать. Сохраняя вот эти традиции, татарский язык, мы сохраняем наш народ. Задорные танцы, азартная борьба, национальный фольклор, изысканные лакомства, вековые традиции. Сабантуй – главный народный праздник татар, признанный нематериальным наследием ЮНЕСКО. По традиции гуляния всегда проводится после окончания посевной. Этот смысл заложен и в названии. На тюркском «сабан» – это плуг, «туй» переводится как «праздник». На торжественном открытии Сабантуя собравшихся поздравили временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев и главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов. С праздником вас! Я хотел бы от всей души, от всего нашего большого коллектива, от правительства Самарской области, да и от всех жителей, всех, кто сегодня присутствует на празднике, всех, кто сегодня с нами духом, поздравить с замечательным праздником труда, чтобы те большие и великие цели, которые ставит наш президент Владимир Владимирович Путин, мы достигали вместе, одной большой семьей. Единство, сплоченность – это самые важные ориентиры в нашей с вами жизни. И сегодняшний праздник добрый, праздник замечательный. Это еще один повод собраться вместе. Праздник Сабантуй имеет вековую традицию. Уважение к работникам села, уважение к работникам труда, уважение к семье. В нашем Приволжском федеральном округе праздник Сабантуй отмечается во всех регионах, как и по всей стране. Сегодня, отмечая данный праздник, мы показываем свою сплоченность. Сплоченность не только татарского народа, а всех народностей, которых у нас насчитывается более 140.
И в наших традициях как раз и есть залог нашей силы, силы нашей Родины. Самарцы отметили Сабантуй вместе с соседями. На праздник в 63-й регион прибыл заместитель премьер-министра Республики Татарстан Василь Шейхразиев. Вы знаете, решением нашего президента Путина Владимира Владимировича этот год объявлен годом семьи. Татары, как в исламе, как мусульмане, всегда отличались своей дружностью в семье, уважением к старшим, многодетными и воспитанием своих детей для передачи нашего языка, нашей веры, нашей культуры. И сегодня таковыми и остаемся. Татарская борьба кереш – любимая часть программы Сабантуя гостей мужчин. По правилам, сражаться с противником можно лишь используя один прием – захват за пояс. Таких строгих ограничений нет ни в одном из современных единоборств. Но азартный национальный вид спорта живет уже много веков. Мне кажется, она будет жить, потому что есть мы, молодое поколение, которое сохранит его. На столах татарского подворья десятки национальных блюд. Горы пончиков, баурсаков и медового лакомства чак-чак. Однако гостеприимные хозяйки не останавливаются даже во время Сабантуя. В походной кухне не выключается плита. Дорогие гости должны попробовать все. Сегодня очень большой баурсак был у нас, татарский баурсак, кыштыле, джейме, гбядье, все приготовили для самарского народа. Татары так хорошо готовят, они гостеприимный народ, очень. Приезжайте к нам, сами видите. Хранительницы национальных рецептов, так же как и артисты, рукодельницы, бережно передающие молодому поколению народный фольклор и музыкальное творчество, приехали на самарский Сабантуй из Черемшанского района Татарстана. Как говорил мудрость, тюбетейка украшает седину мудреца, а также голову девушки. Вот мы вам представляем вот такие тюбетейки. Мы их делаем сами. Ни одна не повторяется, у нас они все разные. Орнамент что значит? Каждый орнамент, каждый цвет, он что-то означает. Вот зеленый – это жизнь, желтый – солнце, красный – это, наверное, какое-то вдохновение. Татарский Сабантуй – это яркий пример единодушия и сплоченности народа, бережного отношения к своей культуре. Он провозглашает такие простые, но такие важные вещи, как уважение к труду, традиции взаимовыручки и взаимопонимания, благодаря которым мы преодолеваем любые, даже самые сложные испытания на своем пути. Сабантуй стал частью культурного кода России, частью ее богатейшего исторического и духовного наследия. Ведь ценности, которые он транслирует, заложены в основе российского государства. Мы все как огромная семья, которая объединяет в себе семьи разных национальностей. Мы все трудимся, растим детей и защищаем нашу родину от врагов. Наше единство – наша великая сила, благодаря которой Россия будет развиваться и процветать.